Где прежде всего нужен общественный патруль? Вопросом озаботились члены общественного совета при МВД по Коми совместно с представителями заинтересованных ведомств и министерств. Речь идет о безопасном детском отдыхе. С 1 июня начались школьные каникулы. 33% ребят будут охвачены организованным досугом. Больше 400 ребят уже выехали в лагерь на Черноморское побережье. Свои двери открыли и 4 стационарных лагеря республики. Работают и детские площадки с дневным пребыванием. Впрочем, далеко не все ребята будут под присмотром взрослых. И вот как обезопасить именно их, расскажет Елена Кононова. Как обеспечить безопасность ребенка во время каникул? Этот вопрос общественниками поднимается из года в год. С теми детьми, которые охвачены, так сказать, организованным отдыхом, более-менее все понятно. В оздоровительные лагеря их отправляют с соблюдением всех норм и правил, будь то самолет, спецпоезд или автобус. Сами лагеря будут работать в режиме обсервации, то есть посторонним вход будет закрыт. Раньше постоянно в лагеря приезжали и проводили различные мероприятия, за что огромное спасибо говорю и Министерству внутренних дел. У нас реализовалась акция очень такая популярная среди детей, в том числе «Горячее сердце» и МЧС у нас приезжали постоянно, проводили мероприятия по безопасности. То в этом году, как в прошлом году, как и в этом же году, мы будем справляться собственными силами, то есть силами воспитателей, педагогов дополнительного образования и вожатых. В этом году организованным отдыхом будет охвачена треть школьников региона. Это и лагеря, и детские площадки с дневным пребыванием, и трудовые бригады. Но какая-то часть детей все лето будет предоставлена самой себе. И, как правило, несчастные случаи происходят именно с теми, за которыми нет контроля со стороны взрослых. Одно из опасных мест – пляжи. В прошлом году в Коми утонули 12 подростков. Поэтому общественники совместно с полицией намерены патрулировать все места купаний. Прежде всего, ребенок должен понимать, что без сопровождения взрослого лица не стоит ходить на водоемы, а тем более заходить в воду. И школьники старшего возраста должны понимать, что ни в коем случае нельзя посещать несанкционированные пляжи, а также там подплывать близко к судам различным, гидроциклам, за буйки заплывать. Вот эти все правила безопасности сегодня говорят наши сотрудники. Еще один бич лета – москитные сетки. Здесь речь идет о малышах. С наступлением тепла в Коми уже есть несколько несчастных случаев выпадения детей из окон. Активисты считают, родителям об этой опасности надо напоминать ежедневно и везде. Например, при помощи социальных роликов на телевидении, радио, в соцсетях. Информацию нужно размещать и на баннерах. А вот на баннерах повесить, почему нельзя плакат с тем, что берегите детей, показать, как ребенок падает в окно. У кого-то глаз, да, бросится. Еще об одной проблеме напоминает одна из жительниц Сыктывкара. Позвонившая на прямую линию общественной приемной главы, женщина возмущена тем, что в столице просто негде гулять с ребенком. Парки, конечно, привели в порядок, а вот аттракционов нет. Вот ребенку 8 лет. На каких каруселях можно покататься? Республике 100 лет в этом году. Нам сколько надо ждать, чтобы вот этот парк снова заработал? Еще 100 лет или 200? Ну что это такое? Вообще невозможно погулять с детьми нигде. Конечно, этот вопрос больше к мэрии, нежели к общественникам. Тем не менее, активисты намерены провести рейды по всем детским площадкам города, проверить состояние конструкций. Кроме того, посетят и республиканские лагеря, чтобы убедиться, что действительно посторонние лица попасть туда не могут. Главная задача – общими усилиями уберечь наших детей от малейшей опасности. Елена Кононова, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.